Ну, со спортом мне, наверное, повезло вообще в жизни моей, потому что мой муж не профессиональный спортсмен, но он работает в области спорта, он как менеджер, управленец теперь уже в области спорта. Я очень горжусь своим супругом. А кто Он это? работал в агентстве по спорту какое-то время, то есть такой стартовый у него был подъем. Потом работал вот уже на вновь открывшемся стадионе начальником отдела по маркетингу, что-то типа такого, такое название. И совсем недавно его назначили заместителем директора, по-моему, по общим вопросам, полностью ФСК, то есть вот стадион, бассейн и так далее. И я всегда ему говорю о том, что я в нем потенциал всегда видела, вот, наверное. И я всегда говорю ему о том, что ты, самое главное, ты не должен подвести людей. Люди в тебя верят, это точно. И тем более вот у нас вот эти все сложности, там люди в бассейн, может быть, не ходят, либо на стадион, они почему-то не знают, что туда можно прийти побегать. И у всех вот эта агрессия, вопросы, для чего вообще построили такие здания, сооружения, если нельзя туда побегать, там попрыгать. Все можно. В чем заключается эта проблема? В том, что тебе лень встать. Я вот езжу уже как бы мы начали ездить, сейчас буквально когда перерыв у нас небольшой, на первый сеанс в бассейн, 6:15. Может быть, это летом мне позволяет так рано встать и поехать, позволить себе там искупаться, поплавать и прийти сразу. Вот я спускаюсь буквально с элеватора, на работу. И это втягивает. И потом я еду на последний сеанс, а теперь они все расширили, там можно заняться фитнесом, там можно принять баню, можно взять ребенка. Теперь я стала ездить с ребенком, сыну мне 2 года. Специальный уровень для детей. Вот оно все есть. Лень, наверное, прежде всего, не позволяет человеку просто узнать. Самое страшное, что узнать. Ты же сидишь в интернете, ты зайди на сайт агентства по спорту или ФСК, у них, наверное, свой сайт, конечно же, есть. И ты зайди, узнай, вперед, иди купайся, плавай, занимайся спортом. Многие хвалят, многие ходят. Многие ходят. Сейчас, да, сейчас они набирают обороты, мы очень много дома об этом говорим, советуемся. Пытаемся, я вот даже хочу ворваться, там у них зона отдыха есть, хочу ворваться туда с книжным отделом. Потому что я всегда прихожу, когда у меня полчаса ожидания, мне надо читать. И нечего, журнала нет. Вот это меня пугает. Пусть даже там выбираю лежит или что, не знаю, почему-то сейчас пока там ничего нет. И я уже задаю вопрос, а что там вы хотите сделать? Может, туда книжный магазин поставить? Да, и вот это опять работает в общей команде. И если к спорту вернуться, вот это массовые эти зарядки, которые стали более-менее как-то проводить на улицах, это тоже очень сложно вернуть. Это вот эта музыка советского времени, которая звучит, и все автоматически начинают в белых майках и в синих трусах делать зарядку. Этого не будет. Потому что нет традиции, нет уже вот этого щелчка вот этой музыки. Значит, надо вернуть это по-другому. Значит, надо сделать, знаете, я всегда говорю, человек этим занимается, когда это модно. Это такая психология тонкая, на уровне, я не знаю, какого-то физиологического, какого-то вот такого мышления. Вот есть сегодня, вот мы делали накладные ногти, это было модно. Потом это стало резко не модно, все перестали. Потом стали все делать шелак. А до этого еще клеили, помните, на дешевый лак. Это же модно было. Вот. Сейчас все стали делать шелак. Вот это модно, это массово, это вот поражает всех сразу. Сделайте вы, что модно плавать в бассейне. Это модно. Я приду в какой-нибудь ночной клуб, ты что там делаешь? Там выходные. Да, мы плаваем в выходные. И вот смотри, вот какая я молодец, я плаваю в бассейне. Вот это надо сделать модным. Это можно сделать, когда идет какая-то по телевидению реклама, или вот какие-то обрывки, когда наши какая-то молодежь продвинутая, наши те, кто имеет авторитет, они неожиданно говорят, что модно читать и модно плавать. Вот тебе и массовый спорт. Это такая сложная работа, но ее нужно делать ежедневно, внедрять. И модным сделать купальники, модным сделать кроссовки, велики,
Вот в Улан-Удэ как-то пришли потихоньку велики, да. Единственная проблема наша в том, что у нас негде его поставить и не по куда ехать. Я сама один раз пыталась проехать по городу. Мало того, что дорога отвратительная и негде ехать, а во-вторых, нет культуры со стороны автоводителей, хотя я сама водитель, пропустить, и вообще ты не понимаешь, куда ехать, нет никаких правил, ограничений, и вот все, стопор сразу. Вот тебе велоспорт модный, но модно ездить. Модно. У меня 3 сотрудника все лето проездили на работу. Вот. Мы даже нашли место, вот, в гардеробе ставили велосипеды. Потому что захотели, потому что где-то услышали, как-то вот захотели, вот девушки захотели, чтобы их видели парни. Я говорю, это на уровне вот здесь быть красивым, там, быть модным, стильным. Ну вот так. Если вот эти люди, которые продвигают этот продукт, понимают это, тогда да, тогда все получится.